Ингушетия в числе лидеров по СКФО по снижению количества объектов незавершенного строительства. Об этом говорили в правительстве региона. Здесь в инфекционном отделении Республиканской клинической больницы есть все условия для того, чтобы изолировать пациентов с опасными заболеваниями. В надежде на то, что не пригодится, навыки поведения в условиях выявления больного коронавирусом отработали в регионе. Теперь водителям будет намного комфортнее. В современной технике есть все необходимое для трудовых будней электриков. Ингушэнерго сегодня обеспечили новым транспортом. Церемония вручения заветных ключей. В нашей библиотеке появляется пункт сбора, и все собранные книги потом уходят в фонды, книжные фонды для нуждающихся библиотек. Дарите книги с любовью. Расскажем о реализации всероссийской акции. Очень интересно сосуд. Вот с такой орнаментацией. Здесь идет волна, здесь идет такой ромбовидный тоже орнамент. Новое поступление. Экспозиция под таким названием открылась в Краеведческом музее. Здравствуйте, это новости 24. По регионам СКФО Ингушетия за период с 2018 по 2019 год снизила объем незавершенного строительства на 33%. И сейчас мы в числе лидеров по снижению количества подобных объектов. Об этом стало известно в ходе еженедельного совещания под руководством в Рио председателя правительства региона Владимира Сластенина. Положительно оценив проведенную работу, он поручил министерствам подготовить комплексные планы мероприятий по снижению количества объектов незавершенного строительства. Также обсудили ход реализации национальных проектов в республике. Всего на этот год запланировано 153 мероприятия. Из них строительство 29 объектов, среди которых 1 детский сад, 11 школ, 6 объектов культуры, 7 объектов дорожного хозяйства, 2 объекта спорта, 1 объект соцобслуживания и 1 объект развития экономики – технопарк. Напомним, что регион участвует в реализации 50 проектов из 67 федеральных, предусмотренных в 12 нацпроектах. А тем временем светила медицины и компетентные службы продолжают следить за географией и способами распространения пневмонии нового типа. Ученые до сих пор сомневаются в точности тестов на коронавирус. Разнятся данные об инкубационном периоде и клинических проявлениях болезни. Повсеместно, там, где угроза появления недуга пока только потенциальная, проводятся учения. Комплекс мероприятий сегодня отработали ингушские медики совместно с Роспотребнадзором. Ирина Цичева с подробностями. Горло першит? Пишет, а температура? Потеете, нет? Есть потеете, да. Вот вас надо эвакуировать в специализированное отделение. Давайте. Температура 38,7. Почти 39, еще в придачу недомогание, озноб, кашель и затрудненное дыхание. Несколько дней назад мужчина приехал из Китайской Народной Республики. В Ухань ездил по работе. Контакт с жителями Поднебесной и все симптомы указывают, что это опасная коронавирусная инфекция. Но спокойно. Все, что происходит на кадрах, выдуманный сценарий ответственных служб. Такие учения проходят в эти дни по всей стране. Цель данного мероприятия – это акцент выполнения регионального плана на случай выявления или подозрения на коронавирусную инфекцию, которая утверждена председателем правительства Республики Ингушетия. Насколько все вышеперечисленные организации, ведомства, министерства подготовлены на случай выявления новой коронавирусной инфекции. Ответственные службы действуют строго по плану. Больного опасной коронавирусной инфекцией в специальных защитных костюмах и масках забирают медики. Медсестра, которая мерила температуру пациенту, остается в транспорте. Ее тоже должны изолировать. В карете скорой помощи подготовлено все необходимое, чтобы по дороге оказать больному помощь. Если вдруг на самом деле что-то случится, чтобы наши медработники не растерялись, чтобы они знали, как оказать первую помощь, что им делать, как им действовать в таком случае. Так как это случилось на автовокзале, здесь был подключен медперсонал с автовокзала. Водитель, который вез этих пассажиров, он, позвонил в диспетчерскую и сообщил о том, что у него с высокой температурой человек.
Вот поэтому медсестра вышла, посмотрела, и выявила, что это подозрение на коронавирус. Вот, и, соответственно, она уже выйти не смогла с этого транспорта. Далее, важно не допустить распространения вируса. Именно поэтому транспорт, на котором передвигался больной, обрабатывают специальным раствором. Он должен убить все бактерии. Раствор дезинфекционный, медилиз. Имеется также у нас хлорсодержащие таблетки, жавелон, бриллиантовый миг. Запас дезинфицирующих растворов у нас достаточен, имеется. На случай возникновения даже массовых инфекционных заболеваний у нас имеются растворы. Проводятся полностью все эти обработки в соответствии с оперативным планом действия при возникновении инфекционных заболеваний. Тем временем больного с инфекцией доставляют в республиканскую клиническую больницу. За время дороги температура тела у пациента повысилась. Здесь на месте врачи все подготовили, в первую очередь проверяют горло. Самое главное для медиков – не заразиться самим. Здесь в инфекционном отделении республиканской клинической больницы есть все условия для того, чтобы изолировать пациентов с опасными заболеваниями. В данном случае это коронавирус. Больного поместили в специализированный бокс, где в защитных масках и костюмах врачи оказывают ему всю необходимую помощь. Здесь в инфекционном отделении таких современных специализированных боксов достаточно. Есть возможность развернуть здесь 50 изолированных коек, еще 75 мест дополнительно в различных отделениях больницы. Есть комплекс защитных костюмов, в которых должны работать медицинские работники. У нас подготовлены все лекарственные необходимые препараты, противоэпидемические средства по прекращению распространения инфекции. Так, возможности у нас есть забора материала, биоматериала. Так, организованы мельцеровские боксы для принятия этих больных по экстренным показаниям. У больного тем временем взяли все необходимые анализы для установки и подтверждения диагноза. Транспортировка биологического материала от пациента будет отправлена в Новосибирск, в противочумный институт. Контактировавшие с больным будут помещены в специализированные палаты. Все, разумеется, по придуманному сценарию. Лена Сычева, Магомед Дидигов. Новости 24. Строительство школ, обеспечение горячего питания для младшеклашек, увеличение бюджетных мест в вузах и, конечно, подготовка кадров. Все это важные моменты, обозначенные в послании президента Путина касательно образования. Накануне их по пунктам разобрали в рамках партийного проекта единороссов «Новая школа». Дискуссионная площадка прошла в мэрии Магаса. Все подробности у Зелимхана Калоева. День прошел, так и ладно. А страдают-то дети. Фокус на образовании, ряд вопросов и предложений. На дискуссионной площадке обсуждают инициативы, предложенные президентом России Федеральному собранию, и способы их исполнения в Ингушетии. В частности, речь зашла про необходимое количество дополнительных школьных мест. Дефицит с ростом демографии растет с каждым годом. Посадочных мест является у нас 21 907 школ. В этом году, до конца года 2020 года, планируется вводу 4 школы на 720 мест и 1 школа на 250 мест. 4 школы – это Плиево, Назрань, Средние Очулуки. И 1 школа на 250 мест – это село Яндери, сельское поселение. И планируется реконструкция школы номер 3 города Назрань. В общем, это все сократит дефицит посадочных мест на 1600 мест. Также в рамках нацпроекта «Демография» в 2021 году в Ингушетии появится 8 школ по 720 мест в каждой. К слову, особое внимание на встрече уделили и организации бесплатного и качественного горячего питания для учащихся начальных классов. Инициатива, предложенная Владимиром Путиным, подарок как для самих детей, так и родителей. Правда, для Ингушетии эта задача сложная, но вполне реализуемая. Из функционирующих в регионе 125 образовательных учреждений только 90 школ имеют свой пищеблок. Остальные школы либо имеют столовые, которые не оснащены достаточно современным оборудованием, которые смогут обеспечить эту задачу, либо вообще имеют только буфеты. И это, естественно, затрудняет реализацию данной задачи, но сегодня мы изыскиваем средства
из бюджета, заявка сделана в федеральный бюджет, и, значит, нужно изыскивать средства из местного бюджета для не только, значит, обеспечения питанием, но и модернизацию столовых, пищеблоков, которые у нас есть. То, что президент инициировал отдельную доплату учителям за классное руководство, это 5000 рублей в месяц. Еще одно торжество справедливости. Сейчас прорабатываются условия и порядок выплат, которые будут получать более 3000 педагогов Ингушетии. Причем сохраняются и действующие региональные льготы. Установлена в регионе выплата у нас она по постановлению в размере 1000 рублей. То есть за классное руководство у нас будут получать с 1 сентября 6000 рублей. Сколько нам денег надо конкретно? Нам это с федерального центра будут дотации у нас на 3272 классных руководителей. Ежемесячно по 5000? Да. Ежемесячно. Плюс 1000, да? Да, плюс 1000 у нас сохранилось. Еще один вопрос повестки – увеличение количества бюджетных мест в вузах. Говорили и о кадровой потребности региона в узких специалистах. Однако из-за того, что бюджетных мест очень мало, конкурсы большие на эти места, и они зачастую остаются за бортом этих вузов. Наши с вами дети. На сегодняшний день, да, если взять статистику службы занятости, они ежемесячно нам скидывают ее, там процентов 60 всех вакансий – это медицинский профиль. Но опять-таки, я не думаю, что в состоянии будет медицинский наш факультет готовить там рентгенологов, там, каких-то там облучений, таких специалистов, которые востребованы. Плюс к этому молодой выпускник, который заканчивает высшее учебное или среднее профессиональное образование, он не имеет стажа, у него нет опыта. Как правило, работодатель старается подобрать себе опытного, да. Послание президента в части образования разбирали по пунктам больше часа. Все предложения и обозначенные проблемы, озвученные на дискуссионной площадке, будут направлены в федеральный центр для дальнейшей проработки. Поддержка инициатив, направленных на повышение эффективности образовательного процесса и внедрение инновационных методик – одна из задач, которую решает партийный проект «Новая школа». Такие площадки единороссов проходят по всем регионам. Зелимхан Калоев, Марибек Миржоев, Новости 24. Незаконное выделение свыше 70 земельных участков в Назрановском районе расследуют в Ингушетии. В результате прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту мошенничества и превышения полномочий при выдаче документов на земельные участки площадью более 60 тысяч квадратных метров в сельском поселении Кажево. Установлено, что должностные лица администрации сельского поселения Кажево в период с 2008 по 2016 годы незаконно выдавали выписки из постановления администрации Назрановского района местным жителям. В последующем они послужили основанием для регистрации их права собственности на 76 земельных участках. При этом госсобственность на эти участки не разграничена. Правом распоряжения землей имела лишь администрация Назрановского района. По материалам прокурорской проверки следственные органы возбудили уголовное дело по статье мошенничества и превышения должностных полномочий. Ингушская наука вчера, сегодня, завтра. Тема глубокая, интересная и злободневная. Это область, которой чужды возрастные ограничения и гендерное неравенство. Кто наши ученые, чем они занимаются и каково влияние науки на воспитание и образ жизни целых поколений? Обо всем этом говорили накануне на семинаре в НИИ Чахахриева. Доклады выслушала Диана Дударова. Развитие ингушской науки. Взяв эту задачу за основу своего пути, все эти участники семинара трудились вчера, сегодня, планируют и завтра пополнять кладезь научных работ. Так, главной целью и этой встречи стало знакомство с новыми работами коллег, повышение квалификации молодых сотрудников. Ну а мероприятие начинается с благодарности в их адрес. В первую очередь хочу вас поблагодарить за ту командную работу, которую сегодня вы все вместе делаете. За ту поддержку, которую вы оказываете руководству института. И за то, что, не теряясь в самых сложных ситуациях, вы с честью и достоинством выполняете ту работу, которая на вас возложена.
Эту встречу сотрудники научно-исследовательского института посвятили Дню российской науки, который в стране отметили 8 февраля. В этот день по указу Петра I была образована Российская академия наук. Сегодня во всем мире известны имена таких ученых, как Михаил Ломоносов, Иван Павлов, Дмитрий Менделеев, Иван Сеченов, Михаил Калашников. Начало изучения Кавказа тоже связано с открытием Академии наук. Благодаря исследованиям, проводившимся на Кавказе, сохранился исторический и этнографический материал, который дает возможность сегодня изучать, исследовать, анализировать. Так, теме Ингушетия и ингуши в научных исследованиях иностранных ученых 18 и 19 веков посвятила свой доклад участник семинара Мадина Катиева. Заметить, что в числе первых ученых, которые здесь побывали, это был Иоганн Готлиб Георгий, это был Иоганн Антон Гюльденштедт, Якоб Рейнекс, это был Юлиус фон Клапрот, Морис Энгельгард. Это люди, которые Иоганн Блуменбах. Вообще, надо сказать о том, что большинство из этих исследователей это были не только профессиональные врачи, это были историки, археологи, люди, которые занимались сбором этнографических сведений и материалы которых, безусловно, получили высокую оценку в тот период, в 18 столетии. В настоящее время в России приоритетным направлением развития отечественной науки считают цифровые производственные технологии, создание новых материалов, искусственный интеллект и машинное обучение. Висангирей Танкиев считает, если раньше лет 10-20 назад были популярны специальности экономистов, юристов, то сегодня на первое место выходят научные открытия в области информационных технологий. И информационные специальности, связанные с интернетом, с числовой экономикой, с другими направлениями в области IT-технологий, информационных технологий, наиболее востребованы. Поэтому, мне думается, подрастающему поколению намного легче овладеть современными информационными технологиями, и они наиболее востребованы сегодня. Много внимания в Ингушетии уделяется молодым ученым. Так, в конце января при институте был создан Совет молодых ученых и специалистов, который является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом. В его состав вошли полномочные представители молодых ученых Института гуманитарных наук. Они же стали организаторами первого в их практике семинара «Ингушская наука. Вчера, сегодня, завтра». У него несколько главных целей. Это прежде всего эффективная пропаганда научных достижений ингушской и российской науки населению республики. Также это объединение научных сотрудников молодых для их совместной деятельности. И самое главное – это привлечение ингушской молодежи в науку. Лиана Евлоева недавно стала обладательницей степени кандидата исторических наук. На семинаре не только на правах председателя Совета молодых ученых, но и докладчика. Сегодня она делится своими наблюдениями в области науки о развитии мозга ребенка. Эра информационного аутизма, как ее называют ученые, это медицинский термин. Это количество информации, которую они сейчас получают, некачественная информация через социальные сети, интернет, приводит к тому, что мозг перестает нормально функционировать, он деградирует. Из-за этого дети не могут правильно усваивать информацию, нужную информацию, что, конечно же, в дальнейшем мешает им учиться. История научно-исследовательского института берет начало с 1926 года. В то время являлся ингушским НИИ краеведения. Первые годы развития стали яркими и плодотворными. Были изданы научные труды по истории, культуре, экономике, филологии. А после образования республики постановлением Совета министров в 1993 году был открыт научно-исследовательский институт гуманитарных наук. Вклад сотрудников института имени Чаха Ахриева в развитие ингушской науки не остался без внимания. В рамках мероприятия научным сотрудникам вручили грамоты от главы региона Махмуд Али Калиматова и Народного собрания Ингушетии. Ингушский научно-исследовательский институт гуманитарных наук имени Чаха Ахриева был и остается главным центром научной жизни Ингушетии. Сегодня он включает в себя ряд отделов древней и средневековой истории, новейшей истории Ингушетии, ингушского языка, фольклора, литературы, этнологии. Сотрудники института поддерживают связи с научными центрами и других регионов страны, осуществляют взаимодействие с образовательными учреждениями республики. Диана Дударова, Майербек Меджоева, Новости 24. 2 автовышки, 6 УАЗов для оперативно-выездных бригад и 5 легковушек для работы контролеров. Пополнился автопарк ингушских энергетиков. Церемония вручения ключей от новых служебных автомобилей прошла в Назране. Спецтехника организации давно не обновлялась и порядком устарела. Продолжение в сюжете Тамары Хашагульговой. Мы технику даем для того, чтобы вы еще лучше работали, еще качественно работали. И требования будут еще выше к вам.
имейте это в виду. Спасибо. Новые автомобили наконец нашли своих обладателей. Сегодня их получают сотрудники МРСК со всех уголков республики. Renault Logan, легковой автомобиль для нужд филиала Ингушэнерго. И у нас самый опытный водитель. Приобретена новая спецтехника за счет собственных средств ПАО «Россети Северный Кавказ». Это более 150 единиц техники, которая разъехалась по всем филиалам. 13 машин приехали к нам. Это 2 автовышки, 6 УАЗов для оперативно-выездных бригад и 5 легковушек для работы контролеров. Теперь они разъедутся по всем районам Ингушетии. К слову, каждая машина оснащена специальным приложением, которое позволяет отследить движение. Теперь водителям будет намного комфортнее. В современной технике есть все необходимое для трудовых будней электриков. Например, вот этот небольшой стол, где они могут перекусить. Также появились дополнительные места. Вместо привычных 5 их теперь 7. А еще есть гидроусилитель руля, который облегчит управление машиной. В числе счастливчиков дежурный оперативно-выездной бригады Ахмед Албагачиев. В этой сфере Ахмед трудится уже 17 лет. Работа трудная, а местами и опасная, признается он. Свой новенький УАЗ опробовать в действии он пока не успел, но уверен, с этой машиной работать станет куда проще. Ведь старая таблетка, которая прослужила верой и правдой 12 лет, то и дело ломалась в самый неподходящий момент, тормозя работу. Теперь нам будет работать легче, не то что раньше. По долгу службы приходилось бывать в лесистых, болотистых местах. Старая машина обычно постоянно ломалась, а с этой мы будем работать быстро и качественно. Вот и для Хасана Фаргиева его работа – дело всей жизни. Он уже 27 лет, буквально приносит свет в дома жителей Малгобекского района. Преимущество нового авто уже оценил. Здесь и кабинка просторней, и навигация удобней. В любое время можно завести эту машину, в любой мороз. Потому что тут стоит специальная печка. Вот эту коробку включаешь, он согревает тебя до 80 градусов температуры. И можешь свободно завести и поехать. Машина очень хорошая. Вот рычаги вот эти, которые стоят. Это мост включает, выключает. Самоподкачка колес. Когда едешь по дороге, спустился тебе, ты можешь на ходу подкачать колесо. Очень хорошая сделанная машина. Новую технику электрики ждали давно, ведь последний раз автопарк энергетиков обновлялся аж 7 лет назад. За эти годы техника успела устареть, но с этого дня их работа значительно облегчится. На этом приятные презенты для энергетиков республики не заканчиваются. Их автопарк еще будут оснащать. Тамара Хашагульгова, Магомед Белакиев, Новости 24. В Госдуме предложили оплачивать аспирантам проезд на защиту диссертации. Предлагается за счет средств федерального бюджета сделать так называемый аспирантский проездной. Это своего рода бесплатный билет в оба конца, действующий на 2 поездки – на предзащиту и на защиту кандидатской диссертации. Подобная льгота избавит аспиранта от расходов на поездку. Вот уже несколько лет по всей России проходит акция «Дарите книги с любовью». Ее поддержали более 2000 библиотек в 60 субъектах страны. Так вдохновляют людей на интеллектуальные презенты, преподнести в дар печатное издание, увлечь чтивом и постепенно сформировать образ мыслей. Инициатива простая, цели философские. Вся программа посвящена Международному дню книгодарения. Его отметим 14 февраля. Дана Плиева расскажет. Чтобы спасти сегодняшний праздник от происков злобной бабы-яги, детишкам нужно угадать, в каких же сказках говорится о злой волшебнице. Но, как оказалось, произведение народного фольклора ребята знают как свои 5 пальцев. Гуси, лебеди, Иван-царевич и серый волк. Ответы слышатся и тут, и там. Да и как не угадать, если сказки им читают почти каждый день, делится Яхья Мамаев. Мальчик страстный книголюб и постоянный гость этой библиотеки. В библиотеке захожу, беру одну книгу про сказок и, конечно же, хорошо читаю эти книги и свое время вложу их обратно. Я люблю, самая любимая книга в моей жизни – это «Окружающий мир». Для маленьких воспитанников центра подготовили насыщенную программу. Все проходит в рамках акции «Дарите книги с любовью». Она проводится по всей стране уже 4-й год, и столько же лет подряд к ней присоединяется и Национальная библиотека имени Джамалдина Яндиева. Продлится она до конца недели, и за это время сотрудники библиотеки намерены обеспечить более 1000 книг различные образовательные учреждения республики. Мы объявляем пункты сбора по всем школьным библиотекам, по всем муниципальным библиотекам, в частности
в нашей библиотеке появляется пункт сбора, и все собранные книги потом уходят в фонды, книжные фонды для нуждающихся библиотек. В частности, это бывают школьные библиотеки. В Центре непрерывного образования акция проходит впервые. Специально для них подобрали круг книг, ориентированных на ингушскую тематику. Здесь и произведения писателей, обогативших литературную сокровищницу нашего народа, а также научные труды об истории и национальных обычаях, в чем сильно нуждался книжный фонд Центра. Руководитель Национальной библиотеки вместе со своим коллективом подарила нам такое теплое внимание, такую доброту и тепло, выражая это все в книгах, потому что для наших особенных детей книга – это не что иное, как тот материальный ресурс, который имеется для того, чтобы они получали полноценную социализацию, адаптацию в здоровое общество. Основной акцент был сделан именно на детской литературе. Более того, к ребятам заглянул сам автор 7 книг, которые совсем скоро окажутся на полках их любимой библиотеки. Писательством Эсет Газдиева увлеклась еще в 10-летнем возрасте, а на сегодняшний день ее книги находят своего благодарного читателя почти во всех школах региона. Не все дети любят читать, не все дети любят ходить в библиотеки. Но все это зависит от взрослых, которые находятся рядом с ними. Это учителя, родители. Они в первую очередь прививают им эту любовь. И я думаю, что ребенок, который читает, у него будет развито мышление, и он не будет отставать и от общего образования. Несмотря на то, что дети с ограниченными возможностями требуют особого внимания и подхода, педагогический состав Центра с энтузиазмом отдается своей работе. Об их обширной и хорошей образовательной программе говорит и книжный фонд Центра. На полках можно увидеть произведения Тургенева, Гоголя, Булгакова, Чернышевского. С ними соседствуют и авторы шедевров зарубежной литературы – Льюис Кэрролл, Марк Твен и другие. Доводят ту, скажем так, информацию, материал, который в этой книге, доводит до этих детей в упрощенной форме, так, чтобы этот материал был легко воспринят нашими детьми, освоен, и, соответственно, чтобы эти дети могли получить ту порцию социализации, которую они должны получать ежедневно, как от книги, так и той среды, в которой они находятся. Полученные книжные подарки педагоги уже планируют внести в учебную программу, а сотрудники библиотеки намерены и дальше дарить книги, которые ждут своего читателя. Сама акция неспроста приурочена к Международному дню книгодарения, ведь найти человека, не любящего книгу, даже в век информационных технологий, практически невозможно. Дана Плиева, Адам Далаков, Новости 24. 16 февраля в Дворце спорта пройдет открытый турнир по дзюдо среди юношей на Кубок главы Ингушетии. Лидерство оспорят лучшие спортсмены из СКФО. Соревнования на Кубок главы проходят несколько лет подряд и имеют статус открытого. На 4 татами встретятся юниоры от 13 до 16 лет в разных весовых категориях. К проведению масштабного мероприятия в спорткомплексе почти все готово, чтобы каждый зритель мог в деталях увидеть схватки спортсменов. Турнир, который проводим уже 3-й раз в этом году. Участие примут спортсмены из Ингушетии и спортсмены из субъектов СКФО. Как правило, это, в принципе, все субъекты СКФО принимают участие в этом турнире. Примерно около 300 участников мы ожидаем. В 10 весовых категориях они будут бороться. Организаторы турнира подготовили ценные подарки, денежное вознаграждение, ну и, как всегда, медаль, кубок и грамота для участников, для призеров. В Музее краеведения имени Тугана Мальсагова в зале археологии открылась выставка «Новое поступление». Коллекцию старинных предметов музею передал Амирхан Султыгов, краевед-любитель. Экспозиция продлится несколько дней. Что на ней можно увидеть, сейчас продемонстрирует Хава Гагиева. Очень интересный сосуд. Вот с такой орнаментацией. Здесь идет волна, здесь идет такой ромбовидный тоже орнамент. Сосуду с таким узором в краеведческом музее еще не видели. Его вместе с другими экспонатами передали сюда на хранение. Все эти находки принадлежат краеведу-любителю Амирхану Султыгову. Некоторые из них были найдены на кургане в Яндаре. Среди вот такого многообразия встречаются уникальные вещи. Даже вот такой черепок тоже имеет научное значение в определении
датировки. По орнаментам можно узнать примерно, к какому периоду относится вот этот сосуд. Старинные зеркала, браслеты и предметы быта древних ингушей, немые свидетели прошлого, погребенные под метровыми слоями грунта. В ценности таких предметов сомнений быть не может. К слову, это серебряное зеркало вызвало немалый интерес. Как объясняет хранитель археологии, каждое изображение носило определенный смысл. Поэтому тайну этого зеркала еще предстоит разгадать. Вот с такой орнаментацией здесь идет птица, и, скорее всего, это или верблюд, скорее всего, верблюд. Опять же, здесь деление идет не над, если бы я думала, что как календарный 12, здесь вот 10 вот этих вот зооморфных фигурок, можно так сказать, вот по 5 верблюдов, 5 птиц каких-то. То есть довольно интересное зеркало. Надо найти уже в процессе изучения аналоги, где еще встречаются такие зеркала. Незамеченной не осталась и раковина морского моллюска каури, которая в ранние периоды истории была фактически единственной валютой. Для этих целей она подходила просто идеально. Ракушки были легкими, поэтому их удобно было носить с собой. То, что каждый такой экспонат бесценен, тут не скрывает. За каждой деталью история отдельной семьи. В нашем коллекции, которую сегодня Султык Амирхан передал, там есть керамические сосуды, работа это из глины, глина разная, есть черная глина, есть красная глина, есть коричневая глина. Работа разных мастеров, потому что раньше, когда люди жили, в каждом поселке, в каждом селе был свой мастер, у каждого мастера было свое направление и свое видение. Он делал керамические сосуды разных форматов и наносил разные орнаменты. Предметы археологии, как правило, поступают в музей вследствие археологических раскопок и случайных находок жителей Ингушетии. Коллектив музея имени Тугана Мальсагова признателен всем, кто проявляет гражданскую позицию и делится предметами, имеющими историческую ценность. Хава Гагиева, Магомед Белакиев, Новости 24. Талантливая молодежь конкурировала на сцене Центра культурного развития. Там прошел ежегодный турнир КВН «Магаз» среди школьников. Определить лучшие искрометные шутки можно было по реакции зала. Сами ценители юмора удивили жюри своей креативностью. Репортаж нашего корреспондента. Фанаты Санты-Барбары, Черный дельфин, минимализм. Команды с такими креативными названиями проверили на себе актуальные у аудитории образы. У команд нет определенных критериев по численности и составу участников. Главное требование – это мыслить с юмором и получать реакцию зала в искреннем смехе. Подготовленные номера не просто развлекают, но и несут информативный характер. Находчивые часто пишут свои сатиры про проблемы и новшества современного мира. Коронавирус, рэп новой школы, тверк и тикток. Наша команда рассчитывает подарить атмосферу публике, занять максимально высокий балл, желаем неплохого первое место. КВН – это всегда свежий материал и меткие шутки. Тем он жив и здравствует. Сложное сценическое действие, а без него никак, требует от игроков помимо удачного юмора еще и вокального и актерского мастерства. Каждый участник пытался раскрыть свой потенциал по максимуму. Человек не должен стесняться себя и стесняться поведения на публике, быть таким более жизнерадостным, и чтобы он не стеснялся себя и свое проявление своего юмора. Большую поддержку команды получают от своих болельщиков. Они сегодня вели себя активнее самих участников. Плакаты с надписью команд реяли над залом в сопровождении речевок и аплодисментов. Фанаты Санта-Барбары – это команда моей школы. Я желаю им победы, успеха сейчас. Здесь все как на эфире Первого канала. Жюри, оценки, 3 конкурса, разминка, приветствие, биатлон. Организаторы, Совет молодежи при финансовой поддержке мэрии Магаса подарили участникам возможности для новых знакомств и оценки силы юмора. Для того, чтобы популяризировать развитие КВН, это первое. Вторая часть – это благотворительность. То есть все деньги, собранные с продажи билетов, идут на благотворительность. По итогам лучшие получат кубок, а также сертификаты с денежным вознаграждением. За первое место 12 тысяч рублей, за второе и третье 10 и 8 тысяч рублей. Идрис Ижиев, Адам Гулоев, Майербек Миржоев, Новости 24.
Следите за новостями на канале Ингушетии и до встречи в эфире.